Хайырлы күн, исәмез, хөрмәтле коллегалар һәм килгән кунаклар. Без Каракүз фестиваленә багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез. Добрый день, здравствуйте, уважаемые коллеги и также гости. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную фестивалю Каракуз, который уже в 4-й раз пройдет в городе Альметьевск. И сегодня наши спикеры. Татарстан Республикасы Мәдәният министры Ирада Хафижанқызы Әюпова, Татнефть Хайрия фонды директоры Ренат Рауфулы Мамин, шулай ук Төрки музыка кораллары күргәзмәсенең гид экскурсоводы Зөлфия Рамилқызы Гаврилова һәм фестиваль идеологларының берсе Каракүз Fashion Week мәйданчыгы продюсеры Артем Владимирович Лаврентьев. Ирада Хафизяновна, первое слово предоставляю вам. Расскажите, пожалуйста, коротко о фестивале. Мы уже на видео посмотрели, как это проходит обычно в Альметьевске. Микрофон. Хайырлы көннәр, добрый день. Беренчедән сезгә чын күңелдән зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сез күрдегез, безнең фикерләребез бик күп һәм ничек Әлмәттә булачак, ул киләсе атна без күрербез Алла берсә. Уже на следующей неделе мы сможем увидеть, как это будет организовано в Альметьевске. Но я бы хотела сказать вот о чем. Очень часто, когда мы говорим о понятиях креативный город и когда мы говорим о понятиях креативной индустрии, мы ассоциируем эти процессы преимущественно с крупными такими огромными городами, мегаполисами: Москва, Санкт-Петербург. Там очень часто говорят о западных институциях, развивающихся в крупных городах. Но на самом деле креативная индустрия – это среда, которая может формироваться везде. И более того, креативное пространство – это то развивающееся направление экономики, которое в условиях меняющегося мира, оно несет за собой очень большой потенциал самореализации и финансовый, и профессиональный для людей, которые мыслят неформатно. Но это абсолютно компетенция, которая не столько приобретается, сколько наша задача, чтобы эта компетенция не утрачивалась. Поскольку самые креативные, вы знаете, что самые креативные у нас люди – это дети до 6 лет. Люди, которые еще не зашорены, которые не видят вот этого трафаретного пути, единственного решения, и которые, соответственно, видят множество вариантов решения того или иного вопроса. Наша с вами задача создать такую среду, чтобы вот эти дети, эти молодые люди, они не оказались в тисках серого мира и зашоренности, чтобы они видели не один путь, а очень большое разнообразие альтернативных вариантов. И надо сказать, что Альметьевском мы работаем уже не первый год. Вообще Альметьевск мы очень богато, біздің байлық у нефть конатуры. Это не только нефть, наше богатство. Вот вы знаете, что, например, вообще по креативным индексам мы недавно в Москве, вот и, кстати, с Ренатом вместе отчитывались, когда ОСИ проводили исследования, одна из самых высоких степеней занятости в творческих индустриях в Атнинском районе, потому что там есть на небольшое количество людей театр, а рядом с театром развивается очень большое количество еще дополнительных индустрий. Сейчас там запущен еще и туристический маршрут внутреннего, точнее, туризма. То есть наша с вами задача сформировать такую среду, чтобы творческий потенциал молодого человека находил применение вот здесь, сейчас, и создать условия для трансляции его творческого потенциала не только на этой территории, но как можно на более широкую аудиторию. Эта работа ведется достаточно системно, и я хотела бы сегодня не столько рассказать о фестивале как о неком событийном явлении, сколько о тех системных решениях, которые были нами реализованы на площадке Альметьевска в последние годы. Но прежде всего мы в рамках проекта с Высшей школы экономики сформировали концепцию развития Альметьевска именно как креативного хаба. То есть это
был проект, который реализовывался на небольшом количестве городов в Российской Федерации. И вот один из городов, где это было реализовано, Высшая школа экономики предложила свое видение именно по развитию Альметьевского хаба креативных индустрий. И надо сказать, что упор в Альметьевском этом хабе, в Альметьевском кластере креативных индустрий, он был сделан не только на не на общую цепочку образовательный процесс, там поддержка малого бизнеса, некая инфраструктура, которая создавала бы условия событийные, но они сделали акцент на музыку и на традиционные медийные виды искусства. Собственно, у нас в рамках вот уже реализации этого проекта была открыта в прошлом году школа креативных индустрий в Альметьевске. Она имеет музыкальное больше направление развития. Те проекты, которые реализуются, они связаны именно с миксом этномузыки и электронной музыки. У нас идет очень большой пул проектов, который создает именно условия для поиска вот этого соприкосновения традиционной культуры и современных форм ее трансляции. И, собственно, если вы посмотрите то, что вот у нас предлагается в рамках потрясающе интересного, яркого проекта «Каракус», это как раз микс традиции и современных адаптивных форм изложения традиции для максимально широких аудиторий. Я думаю, что коллеги, они сами уже конкретно по каждому направлению расскажут, но мое жизненное мнение: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Шуңа күрә без сезне көтәбез киләсе атна. Килегез, үзегез генә түгел, гаилә белән килегез. Я думаю, что это будет очень много площадок, которые будут работать на семейную аудиторию. И можно будет и покушать, и потанцевать. Самая важная установка — быть вовлеченным в это. Не нужно смотреть исключительно как зритель, потому что здесь, наверное, очень важно проникнуться вот этим процессом и быть в это во все вовлеченным. Ну и я уверена, что потенциал Альметьевска в перспективе, мы совместно работаем постоянно, потенциал Альметьевска как креативного хаба в перспективе очень высокий. Спасибо огромное. Передаю слово коллегам. Спасибо большое, Рада Хафизяна. На самом деле очень приятно слышать про Альметьевск такое, учитывая, что я сама из этого города. И мне кажется, все пресс-конференции, которые с приездом Альметьевска связаны, это и Альметьевский театр, и сейчас фестиваль «Каракус», это всегда действительно очень оригинально и очень достойно. Ренат Рафович, слово вам. Расскажите, пожалуйста, про идеологию, насколько выросла география фестиваля, насколько мне известно, в этом году был уже в международном формате, и количество площадок. Раньше их было 10, теперь их сколько? И если есть новые, то какие? Добрый день, уважаемая Рада Хафизяна. Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции, посвященной фестивалю «Каракус». Я искренне благодарен всем за то, что вы нашли возможность для нашей встречи. На самом деле, в 2021 году, когда мы только собрались группой инициативных таких людей, которым были настоящими патриотами своего города, и создали группу «Амбассадоры Альметьевска», и нам очень хотелось, чтобы наш город был известен, и пришла такая идея создать такой большой масштабный фестиваль, который бы стал визитной карточкой города как в масштабах республики, так и в масштабах страны, и, может быть, за рубежом. Вот. Это было 4 года назад, и вот перед 4-м фестивалем мы проводим, наконец-то, первую пресс-конференцию. Как мы собирались рассказать всем о нашем фестивале без такого активного вовлечения СМИ и информационных партнеров, остается загадкой. Но мы учимся, поэтому огромное спасибо, что вы с нами. На самом деле, первые 3 года фестиваля – это был такой определенный период становления. В 2021 году это было действительно где-то порядка 10 площадок в течение 4 дней. Такой вот очень мощный концентрат, который сделал вау-эффект, но
После уже завершения фестиваля к нам начали подходить граждане, начали получать мы обратную связь о том, что очень круто, очень интересно, но очень много не успели посмотреть. Давайте мы как-то хотели бы все-таки побольше увидеть площадок. И потом мы начали уже немножко экспериментировать. То есть у нас на следующий год фестиваль проходил где-то порядка 1,5 месяцев. В прошлом году это было 4 уикенда. И в этом году, на мой взгляд, мы нашли самый такой оптимальный вариант. Это 3 уикенда с 19 июля по 4 августа. Скажем так, самый жаркий период отпусков, поэтому такой слоган фестиваля «Проведи отпуск на Каракузе». Для благотворительного фонда фестиваль «Каракуз», для благотворительного фонда как организатора фестиваля «Каракуз» — это самое крупное мероприятие в течение года. У нас десятки организаторов, сотни, даже не сотни, более 1000 участников, которые принимают непосредственно участие на каждой из площадок. Это и артисты, и режиссеры, то есть огромное количество людей задействовано, ну и десятки тысяч гостей, зрителей на фестивале ежегодно. И во время проведения фестиваля они все становятся таким неким единым, живым и очень подвижным таким организмом. Кроме того, Каракуз для нас это очень значимый, большой культурный проект, который в некоем роде является такой витриной проектов компании «Татнефть», благотворительного фонда «Татнефть» в области креативных индустрий. Как действительно было сказано, фактически фестиваль имеет статус международного. В этом году у нас будут гости из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Ирана, Италии, даже будет из Ямайки. Поэтому с каждым годом география у нас только ширится. Как я уже говорил, мы начинали с 10 фестивальных площадок. В этом году площадок будет 15. Ну и это в первую очередь связано с тем, что мы стараемся охватывать все новые и новые направления деятельности и отслеживая в том числе и республиканские наши тренды. Вот, например, в прошлом году к фестивалю мы разработали и создали собственный бренд «Каракуз». И несколько моделей одежды из одной капсулы, из 3 капсул, было 3 капсулы, и несколько моделей одежды даже смогли презентовать Рустаму Нургалиевичу. А в этом году уже вся фестивальная программа будет открываться модным показом с участием как местных дизайнеров, так и уже достаточно известных дизайнеров из стран ближнего зарубежья, известных дизайнеров в тюркском мире фэшн-индустрии. И вот этот принцип, он у нас применяется для любых площадок. На любых площадках это создание возможностей для местных представителей креативных индустрий выступать, презентоваться на одной площадке с уже заслуженными и именитыми мастерами, независимо, будь то этническая или джазовая музыка, будь то гастрономия, мода, театральное искусство или уличная культура. И неотъемлемой частью у нас, конечно же, является образовательная программа. Это воркшопы, мастер-классы, лекции, творческие лаборатории. Это все то, что позволяет зрителям фестиваля становиться непосредственными участниками и ощущать вот это чувство сопричастности к фестивалю. Вот в этом году, вот касаемо новых площадок, в этом году, например, мы будем проводить фестиваль изобразительных искусств, в рамках которого на открытой площадке установим 500 мольбертов, и в течение нескольких дней люди будут погружены в понимание того, в мастер-классы по изобразительному искусству. Оно у нас очень большой популярностью в городе пользуется. Могу сделать ремарку, что вот на протяжении предыдущих лет у нас были разные площадки небольшие по проведению мастер-класса изобразительного искусства. Там стояло у нас по 20 мольбертов. На следующий год там было 30 мольбертов. Очередь, не очередь, точнее, места заканчивались за 2-1,5 часа. То есть мы понимаем, что это очень востребовано, мы понимаем запрос у зрителей, соответственно, расширяем и делаем полноценный фестиваль изобразительного искусства. Конечно же, также на просторах фестиваля фондом был создан «Каракуз Лейбл», который занимается продвижением локальной музыкальной культуры, а также административным, юридическим сопровождением своих музыкантов. Особенностью этого года у нас станет насыщение деловой программы за счет того, что в рамках фестиваля состоится всероссийская креативная...
Да, Всероссийский форум креативных индустрий, креативные дни в Альметьевске. И в этом плане я должен сказать, что Татнефть ведет систематическую и целенаправленную работу по укреплению человеческого кадрового человеческого потенциала в регионе. И в направлении креативных индустрий мы видим очень серьезные большие перспективы. И вот буквально на прошлой неделе, благодаря совместной работе руководства компании, Министерства культуры и спорта, лично Ради Хафизяну, за что огромное спасибо, в Москве в рамках Российской креативной недели было подписано соглашение между нашим фондом и ОНО «Креативная экономика» о сотрудничестве. И в рамках этого сотрудничества уже в следующем году планируется проведение Российской креативной недели. Это одно из крупнейших мероприятий, по сути, федерального масштаба. У нас это будет региональное мероприятие в городе Альметьевске. Поэтому вот такая системная работа позволяет создавать в том числе те условия, о которых говорил Айрат Хафизянова, совместно действуя в такой хорошем тандеме с Республикой Татарстан. И потому что мы уверены, что все это будет способствовать социально-экономическому росту и развитию Республики Татарстан. Но я бы еще хотел, конечно, отметить, что Каракуз – это не просто про праздник, веселье, развлечения. Да, безусловно, там, конечно же, есть место для хорошего настроения, но для нас это в первую очередь поиск и обретение культурной идентичности. Если быть откровенным, то истоком для идеи фестиваля стала выставка музыкальных инструментов. В свое время, когда мы ее создали, мы даже не представляли, в какой глубокий мир народной культуры, истории родного края нам откроется. И когда мы увидели, с каким вовлечением, с каким интересом наши граждане, гости, население вместе с нами увлекаются в этот мир, погружаются в этот глубокий мир, особенно молодежь в поисках своего культурного кода, то нас это очень сильно вдохновило, и при этом выставка формирует уважение и признание разнообразия, ценность различных культур и общего вклада. Поэтому, наверное, вот это одна из самых ключевых идей, которая и легла в основу фестиваля. Но про вот эту составляющую, я думаю, чуть позже лучше расскажет сама Каракуз. Спасибо. Рахмат сізге. Зульфия, сізге де сөз беруге вақыттыр. Ғұмумән, сіз мұнда ең бірінші шаратта Қаракөз образында һәм мына әлеге легенда хақында біраз ғана сөйлеп кетсеңіз иде. Һәм төп сұрау, міне ғұмумән хатын-қыз образы боларақ Қаракөз бүгінгі күнде заманша хатын-қызлар образы белән ни дәрәҗәдә тәңгәлләшә, уларны формалаштырамы һәм фестиваль аша нинди булса, міне Ренат Рауфович әйтеп китте, мәдәни про культурную идентичность. Milli uzаңны үстерүгә менә шушы фестивальнең ни кадәр өлеш кертү хакында да сөйләп китсәгез иде. Хәзер сөйләп китәм. Хәерле көн, хөрмәтле журналистларыбыз. Хәерле көн, Рада Хафизяновна. Мин инде бүген Каракуз образында дип әйтәсем килә. Мин Каракуз. Исемем белән аталган Каракуз фестиваленең туу тарихын әз генә сөйләп китәм, яме? Борынгы вакытларда Татарстанның көньяк, көнчыгыш җирләре аша шик узган. Аның бер ягында утрак халыклар булса, икенче өлешендә күчмә халыклар яшәгән. Биредә еш кына хәрби конфликтлар, үзара талаулар да булган. Мин дә кечкенәдән сугыш кораллары белән эш итәргә өйрәнеп, төрле һөҗүмнәрдән сакланырга өйрәнеп үстем. Ләкин минем теләгем сугыш түгел иде, ә җырлау һәм төрле музыка уен коралларында уйнау иде. Чөнки иҗади көчнең тылсымы бөтен дошманлыкны, начарлыкны җиңәсенә ышанып яшәдем. Менә бер вакыт ике дошман булып яшәүче халыкның очрашуы вакытында
Минем жырым оша. Башлыклар үз фикерләрен икенче якка борды. Мин жырым белән аларның күңелләренә үтеп керә алдым. Чөнки без бер зур, бөек, бердәм халык икәнебезне искә төшердек. Нәтиҗәдә тынычлык, дуслык турында килешү төзелде һәм шик ягы ярминкәләре уздыру турында карар кылынды. Ярминкәләр тынычлык алып килделәр безнең якларга, бәрәкәт алып килделәр безнең якларга. Чөнки ярминкәләрдә сәүдә эшләре гөрләп торды. Тимерчеләр дибезме, чүлмәкчеләр, тире эшкәртүчеләр, һөнәрчеләр, музыкантлар, рәссамнар үз һөнәрләрен рәхәтләнеп күрсәттеләр. Әйе, риваятыбыз кызык. Сез алар турында күбрәк без бүләк итәсе китаплар аша белерсез. Без сезгә бик матур гына китаплар алып килдек, Каракуз исемле. Менә шулар аша күбрәк мәгълүматны белә алырсыз. Ә Каракуз фестивале бүгенге көндә дә үзебезнең Татарстаныбызның көньяк көнчыгыш шәһәре Нефт төбәге Әлмәт шәһәрендә даими рәвештә үткәрелә. Сез, хөрмәтле журналистларыбыз, үзегезнең һөнәри осталыкларыгызны безнең якка килеп, күрсәтеп, безгә килгән кунакларны, килгән катнашучыларның талантларын, сәләтләрен күреп, аларны күрсәтергә ярдәм итәрсез дип ышанып калабыз. Килегез, үз күзләрегез белән күрегез. Бәягезне бирегез. Көтеп калабыз сезне, хөрмәтле дуслар. Рәхмәт сезгә, Зөлфия дип әйтергә хәтта телдә әйләнмичендер сөйләгәндә. Артем, слово передаем вам. Расскажите, пожалуйста, более подробно про Fashion Week. Кто там будет представлен? Насколько мне известно, у вас там будет также еще бренд именно из Альметьевска. Кто это и что это за коллекция? И, естественно, вот Ренат Рауфович сказал про новую коллекцию, посвященную Каракуз. То есть какие это, сколько их коллекций, когда будет презентация конкретно? Да, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Артем Лаврентьев. Я немножко после того, как посидел с Каракуз, у меня прям мурашки по телу пошли. Сейчас надо такое легкое отхождение будет у меня от этого, от твоей речи. В общем-то, наша площадка это и вообще бренд Каракуз это логическое продолжение вообще фестиваля, потому что фестиваль в основе он уже такой превращается в некий бренд. И этот бренд, он такой мультинациональный со своим непосредственным таким вот культурным кодом. Это очень здорово. Мы понимаем, что этим нужно пользоваться, это нужно популяризировать. А что является сейчас в этом мире вообще самым доступным языком для молодежи, для любых вообще людей, это, конечно же, мода. Мода – это классный инструмент, язык моды, он доступен каждому, и его можно донести вообще до населения. Вот. В этом году у нас впервые будет представлена именно площадка Каракуз Fashion Week, хотя в прошлом году у нас такой запуск пробный, он уже был, состоялся, мы показывали его в закрытом формате, посмотрели, потестировали, да, в этом году решили сделать это прям отдельной площадкой, сделать открытием нашего непосредственно фестиваля. Опять же, мы идем не просто по пути того, чтобы показать свой бренд, но мы туда привлекаем и дизайнеров из других городов и стран. У нас будет в этом году представлена коллекция, такие эксклюзивные этнические коллекции Юлии Крыловой, город Москва, Надиры Абдурахмановой, Узбекистан, также наш дизайнер, который очень хорошо сейчас заявилась в Москве, участвует и на выставках ВДНХ, это Диляра Прохорова со своей
со своей коллекцией а-ля русско получается. Да, тоже этнический формат. Также мы в этом году представляем в рамках бренда Каракус 4 коллекции. У каждой коллекции, ну, немножко расскажу, да, об авторе. Стоит обязательно упомянуть, я здесь занимаю немножко его место, да, это Олег Кугушев. Он является в том числе как и один из идеологов фестиваля, также он является и брендмейкером фестиваля Каракус. То есть весь дизайн книг, повести, коллекции созданы его руками. И это очень здорово, в паре с ним работать очень интересно. Мы создали 4 коллекции, и каждая из этих коллекций несет свой особенный мотив. Первая коллекция у нас молодежная. И вот здесь вот хочется отдельно отметить, что, как я уже говорил ранее, мода – это очень классный инструмент. Сейчас у молодежи очень популярны комиксы, в том числе манга. И, как правило, они идут у нас с Запада, либо с Востока, с Японии, да. А здесь мы делаем свою интерпретацию, современную. То есть мы перерабатываем старые истории прошлого в настоящем прочтении, в формате комикса. И самое интересное, что одежда в данной коллекции, она является как раз-таки белым листом, где вот на этой одежде оживают как раз-таки истории, связанные с легендой о Каракус. Вторая коллекция у нас представлена спортивной коллекция. Она вдохновлена именно тюркским переселением народов, да, мотивы жизни древних кочевников отражены там на наскальных рисунках пазырыкских курганов, и это же мы перенесли в коллекцию, и эта коллекция, она, ну, прям характеризуется такой мощью, силой, энергией. Также мы идем в ногу со временем, мы понимаем, что очень многое сейчас у нас связано в том числе с искусственным интеллектом, современное развитие, и мы решили третью капсулу сделать очень такой интересной, что совместно с искусственным интеллектом, то есть искусственный интеллект создал некую коллаборацию нашего этнического узора, нашей культуры, да, и перенес это в одежду. Но составить это было не так просто, потому что нейросеть, она не понимает то, что как бы мы чувствуем. И здесь вот как раз коллаборация дизайнера и нейросети будет очень интересной. Да, и я вас приглашаю 19 числа в 19:00 на открытие площадки фестиваля Каракус, да, именно показа мод, где мы в том числе представим данную капсулу. И хочется рассказать еще о 4-й коллекции, да, это наше прочтение кутюра, как такого верхушки моды, где классический костюм сочетается в том числе с определенными этническими элементами, которые зашиты именно внутри этих костюмов. Национальный код зашит внутри этих костюмов. И я хочу, кстати, вот сказать, что в одном из таких костюмов присутствует Ринат Рауфович. Да, он в прошлом году был в качестве модели, в этом году я не знаю, как он согласится. В этом году он продолжает эту роль. Да, продолжает эту роль. Вот он в данном случае присутствует в этом костюме. Можно обратить внимание, что как бы классический костюм, форма френч, да, но при этом присутствуют элементы. Но самое главное, ну, я не буду, конечно, этого просить, если развернут костюм, видно, какая сложная работа. Это такой некий тоже посыл о том, что нужно в том числе включать развитие легкой промышленности, да, потому что у нас это утрачено, так как пришло много западных брендов, и они приносят свою культуру, свою идентичность, и мы здесь как бы, да, начинаем перетягивать как бы в свою сторону. Вот примерно это я хотел сказать. Но еще один момент хочу отметить, что благодаря вообще поддержке благотворительного фонда мне очень нравится работать в рамках благотворительного фонда «Татнефть» с Ринатом Рауфовичем, потому что он поддерживает действительно, он, наверное, не ожидал, что я это скажу. Вот уже более 4 лет мы работаем именно с фестивалем, до этого мы работали. Насколько Татнефть поддерживает молодых и талантливых людей, не обрубает им крылья, не обрубает им руки, дает возможность творчески проявиться. И это вот, ребята, у меня идут
мурашки, это по-настоящему круто. Это вот, ну, не какие-то выдуманные слова, написанные в этом. Это действительно классно. И как мы за короткий такой промежуток времени, вот где бы мы не пытались там сшить костюмы, еще что-то сделать, да, на все нам говорят полгода. Мы смогли вот эти коллекции реализовать за 3 месяца с помощью современных способов конференц-связи. Города, которые в том числе принимали участие, это и Грузия, и Казахстан, и Беларусь, и Абхазия, и Россия, естественно, да, и Татарстан. Специалисты с разных регионов помогали это все воплощать. Это было круто. Это, я думаю, что будет продолжаться. И, конечно же, я вас всех приглашаю на фестиваль, чтобы это все воочию увидеть. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Давайте перейдем к вашим вопросам. Құрметті коллегалар, сұрауларыңыз болса, едіңіз аларға көшейік, чөнки вақыт бик аз қалып бара. Настолько подробно рассказали. Да, Казанские Много. ведомости. Можно сначала такой, не знаю, просто не ради статьи, а вы всегда так экскурсии проводите в этом наряде? Ну, у себя там, в Альметьевске. Бывает, если честно, Или это, бывает. а что Мы это за, одеваем- ну, описать, что это за наряд? Ну, Вот именно этот да, наряд, вот этот, который это на вас. наряд каракуз. Вот именно в этом наряде она частенько выглядела вот в таком наряде. Красивая, но... Ничек деп әйтейін екен сізге? Петр, У них очень много нарядов было, конечно. Очень много нарядов. Это один из них. Это больше праздничный наряд. Вот мы сегодня приехали к вам с праздником, с приглашением на праздник. Больше, наверное, как праздничный наряд выглядел именно так. Ну, головной убор тут Да, все-таки головной это убор. болгарская эпоха. Булгарская да. эпоха, да. Это больше Мгм. булгарская эпоха. Наряд древней татарской царицы, так скажем. Разрешите добавить маленькую вставочку? Вот есть повесть «Каракуз», да, и в ней есть описательный образ полностью «Каракуз», да, как она выглядела в отрочестве, да, когда она стала взрослой, как это все, трансформация этой девушки происходила, и там в целом многие костюмы, они описаны, и можно с ними ознакомиться. Спасибо. У меня такой организационный вопрос. Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с программой фестиваля? Потому что все-таки 3 уикенда – это довольно-таки продолжительное количество времени. И еще один вопрос подзадам. Вот мы, когда общались до начала пресс-конференции о 5 новых площадках, была речь об очень уникальном квесте и о банном фестивале. Вот это действительно интересно. Ну, давайте я начну. Артем дополнит про квесты. Так, с какого вопроса? С программы. Программой фестиваля можно ознакомить, ну, мы постарались в раздаточном материале также рассказать коротко о каждой площадке. У фестиваля есть свой сайт karakuz-fest.ru. У нас есть группа в социальной сети ВКонтакте, ВК. У нас есть свой телеграм-канал, где у нас в режиме онлайн максимально оперативно мы стараемся информировать о всех событиях, о всем том, что происходит во время фестиваля. Также у нас есть вот QR-коды, перейдя по которым вы сможете сразу попасть быстро на наши ресурсы и из них оперативно узнавать всю актуальную информацию. Ну, что касается банный фестиваль. Эта идея пришла нам спонтанно. Когда вы были в бане? Когда вы были в бане? Нет, на самом деле, за последние, ну вот, на мой взгляд, за последние несколько лет произошла все-таки у нас определенная серьезная трансформация вообще восприятия бани, того, как происходит время бани и в каком режиме это происходит. Вот. И поэтому, на наш взгляд, это серьезная часть, и на мой личный взгляд, это неотъемлемая часть нашей народной культуры, потому что издревле в Татарстане были бани, издревле у нас, скажем так, был такой культ чистоты, и поэтому то, что будет проходить и банный фестиваль, в котором приедут различные мастера, которые будут показывать техники, как правильно
ходить в баню, как правильно париться, как правильно парить детей в бане, какие есть свои особенности. То есть на сегодняшний момент в России есть серьезные фестивали. Вот мы хотели бы, чтобы вот эта культура, она распространялась, восстанавливалась и распространялась в том числе и у нас в городе Альметьевске. Могу сказать, что ну вот в Казани, например, много различных сегодня современных комплексов, в которых настоящее вот банное искусство преподносится. К сожалению, у нас в Альметьевске не так много, и мы надеемся, что вот этот фестиваль, он даст определенный толчок и тренд для развития вот именно такой правильной, хорошей бани. Вот, Артем, про квест. Да, хочется рассказать еще вот немножко, опять назад вернуться в контекст, да. Когда-то у нас была небольшая группа амбассадоров, да, она начиналась там с 10 человек, потом там 12. Сейчас, по-моему, у нас там больше 37 или 35 человек, и каждый год добавляются новые люди. Тоже в этом году к нам вышел молодой человек, Эмиль, из Кванториума, то есть это тоже площадка, на которой они просто предложили, говорят, давайте сделаем VR, что-то с VR и дополненной реальностью. И Ренат Рауфович говорит, Артем, давай это делать. Мы взялись, и вот в этом году мы создали квест, называется он «По следам Каракуз», где жители города, гости города могут, скачав приложение, там будет специально у нас площадка, плюс будет дополнительная информация на сайте, скачав приложение, могут пройти квест по городу, где, немножко изучив легенду о Каракуз, они могут поугадывать определенные загадки, погрузиться в ту атмосферу, погрузиться в атмосферу города, больше узнать о городе, больше узнать о повести, больше узнать о Каракуз и, так сказать, вдохновиться этим. Плюс это мы говорим дополненная реальность. Примерно, то есть люди это двигаются пешком, не просто играют в телефоне, да, а двигаются пешком по городу, угадывают. Они могут это проходить как в одного человека, так и командой. Могут играть семьями, так и друзьями. В общем, здесь ограничений нет. Плюс мы хотим на фестивале сделать рейтинговую систему, где самые быстрые, кто прошел, получают определенные призы. В общем, мы еще пока над этим работаем, еще время есть. Скоро тоже об этом будет информация. Также на площадке будет представлен VR-квест, где люди в очках виртуальной реальности могут погрузиться, попасть в дом Каракуз. Могут попасть на локацию, где Каракуз училась стрельбе из лука, попасть в старинную кузнечную, вот, пройти какие-то испытания и также заработать определенные бонусы, которые дадут им шанс занять первые места в дополненной реальности. То есть здесь такая объединенная история. В общем, вот примерно так. То есть мы стимулируем прочитать повесть, мы стимулируем узнать больше о нашем фестивале, о Каракуз и вообще познакомиться в том числе с героями не только Каракуз, там же большое количество героев в повести. Это и отец Каракуз, и Таштимир, ее любовь, и Алтынчейш. В общем, все эти герои, они представлены в том числе и в квесте, и в повести. Спасибо. Раз уже зашла речь о книге, у меня два вопроса. Первый, будет ли она на татарском языке? Ну, очень логично, мне кажется, вопрос. И второе, я посмотрела тираж 2500 экземпляров. То есть как ее могут посетители фестиваля, приезжие приобрести? Ну, то есть она где-то продается или она раздается? Каким форматом она распространяется? Книга, у нас большая часть деятельности у благотворительного фонда связана с издательством в рамках программы «Рухият». И вот книга «Легенда Каракуз», она тоже была издана в рамках программы «Рухият». Часть книг у нас мы всегда обязательно распределяем среди библиотечных систем, среди учреждений образования, среди учреждений культуры. Саму книгу можно непосредственно приобрести у нас на фестивале в общественном центре «Альмет». У нас есть там новый магазин сувениров, где можно, он и книжный, и сувенирный магазин у нас, поэтому там можно приобрести будет эту книгу. А на татарский язык, да, мы планируем перевод ее на татарский язык. Отлично. И учитывая то, что у нас времени остается совсем мало для вопросов, главный вопрос, как можно пройти аккредитацию, к кому необходимо обратиться нашим коллегам. У нас здесь у нас розданы вот эти вот информационные материалы, в которых там вся инструкция, и кому можно обратиться, и как пройти аккредитацию. Ждем всех на фестивале, будем искренне рады, коллеги.
Алайса біз бүгінгі матбугат ұшырашуын тамамлайбыз. В таком случае мы завершаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Желаем организаторам успехов. Все-таки 3 уикенда – это очень много. Уважаемые коллеги, я думаю, мы с вами встретимся непосредственно на фестивале, потому что туда надо действительно погружаться, исходя из того, что нам рассказали спикеры. И, уважаемые гости, вас также ожидают на небольшом кейтеринге, поэтому просим вас пройти в зал. Дополнительные вопросы какие-то Как без можно будет чаепития? задать именно там. Да. Гастрономическая отдельная. Там, да, у нас же есть еще гастрономический фестиваль. Полностью погружаемся в Да, фестиваль. спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо.